хороший размерчик. Сегодня я рыбачу на пиратке. И место посоветовали. Очень хорошее место, честное слово. Чтобы вот так с двух лунок, это, наверное, бывает у рыбака крайне редко. Понимаешь, что может быть шумно из-за того, что работает фен. Потому что я до этого помню, что скидывала видео, как я с буржуйкой мучаюсь. И я намучилась с ней. Поэтому теперь я езжу с феном. И это на самом деле самое хорошее, что есть. С газом я не знакома, поэтому... Да погоди ты, пожалуйста. Дай отпустить одну. На одной лучке очень нехорошая леска. И она прям цепляется. Ну, так любая леска, я все понимаю. Но одна есть удочка у меня. Она как-то это... Ну, сама, что ли, можно сказать. Быстро махом выпрямляется. Как-то так вот. Посмотрим. Сейчас клюет очень, в принципе, активно на опарыша. Ну, ходи. Звезда. Такой окунь. Ну, так. Бьет на опарыша хорошо. И на кальмара. На мелкую. На мормышечку. Она вытащила. В камеру уже не смотрю, выключила камеру, потому что и так вижу, что рыба есть. До этого смотрела в камеру, сейчас уже нет. Прикормка манка и печенье у меня было. Я мелко раздробила печенье. И, если честно, активизировался клев прям... Может, совпадение, может, нет. Но клев появился после того, как я прикормила луночки. Так что совпадение или нет, или она просто на манку сорожка пришла. До этого окуня были. Сейчас вот сорожка. В принципе, у нас так и говорят в Якутске, как бы на пиратке, что именно к вечеру сорога идет. И очень даже хорошо. Фен справляется отлично. Я не знаю, что плюс 18, плюс 19, плюс-минус. Очень тепло. Я вот вообще в пакет высыпаю манку и пользуюсь водой именно речной. Ну, то есть именно на месте стараюсь готовить прикормку. И, на мой взгляд, очень даже неплохо. Посмотрим. Зашла.
всегда клев начнется и соляра закончится. Вот такая у меня мордушечка. Маленькая-маленькая. Внутри золото и глаз. Видно, не видно? Видно. Ну и пучок барышей. Так как любит, по идее, окунь, чтобы был бутерброд хороший. Видать, и сорожка тоже. Кстати, вот эту удочку я купила на Валберис. Если что, она в сборе шла. С маленькой еще. Маленький крючок у него был, но я его сняла. Дуплеты я люблю таскать, но только на море и камбу. А здесь как-то... Ну, во-первых, не попадалось, наверное, ну и не появился еще аппетит так таковой, что ли. Что, лук совсем замолчала, пониже спустим. Вот это окуневый этот глазик так и работает. И работает довольно-таки неплохо. Я все давно говорила о том, что надо показать, на что именно ловлю. На опарышей, на что еще? На кальмара как бы все ловят, а вот какой именно крючок, какая мормышка именно. Я до этого на крупную ловила. Боюсь, сейчас говорю, а на самом деле очень плохо слышно. До этого на крупную ловила. И благо одногруппники рыбаков посоветовали одеть маленькую. И вуаля! Как только поменяла мормышку, и все заработало. Как-то клев активизировался. Была поклевка. И здесь отпустила немножко удочку. Да, наша торопушка. Так, вот у меня тут 3 лунки, по сути. Одна у меня была под камеру. Ну, камеру я уже убрала. Так как уже не вижу смысла у нее смотреть. До этого наблюдала за игрой окуней, так сказать. Сейчас я поняла, что пошли чисто сорожки. Поэтому уже поначалу вообще наблюдала даже, как там поклевочка идет на мормышку. Ну, прям наблюдала. А сейчас уже все. Сейчас уже не наблюдаю. Смотрю, рыба есть, и все, и ладно. Значит, клев будет. Давление у нас, правда, высокое, что-то 700.
высоковато, за 750 выше. Если не 760 уже. Конечно, с собой давайте. Сошла. Самое кайфовое — это наблюдать за кивочком, как он начинает кивать. Для меня это вот самый кайф. Сейчас еще в третью лунку поставлю. Я очень хочу хорошо наловить. Сошла. Вроде бы аккуратненько старалась тащить. Но, видать, как обычно, поторопилась. Тороплюсь. Я знаю, что я тороплюсь. Летом тоже донку когда ставлю. Колокольчик только сработал, я уже несусь. Муж говорит: да ты дай сесть-то рыбе-то. Ну, а я уже все готова тащить. Ну, естественно, вытаскиваю пустой крючок. Спугнула, как говорится. Ну, по большей части, к сожалению, так вот получается у меня. Кстати, до этого у меня эта удочка, она была с дальней лунки и клевала лучше. Все на месте. Все красиво лето. Ставлю-ка я камеру боком, чтобы было
возможно, после того, как срывается рыба, я должна проверять. Мало ли, может быть, она сорвала опарыша там, кальмара. Ну, на живца. Хорошо. Вот буклет. Пусть он из разных лунок. Ну, почти дотащила. Но, как говорится, почти не считается, к сожалению, но важен процесс, если честно. Половить много рыбы, это круто. Так как у меня спортивный интерес, я рыбу не ем, я ее ловлю для мамы. Она у меня очень любит рыбу. Она у меня любитель рыбки. И я очень рада, что она ест рыбу, которую я ей привожу. Неважно, какого она размера. Как-то так, весь процесс, в принципе, был виден. Видео небольшое, потому что, ну, наверное, потому что нужно разговаривать как-то, что-то. А я вот не умею, что ли, или все равно у меня знания не обширные, касается рыбалки. Я тут учусь. Но что касается рыбалки, это круто. Честное слово. Это кайф, который не передать, когда ты сидишь. Ну, я любитель, очень люблю зимнюю рыбалку. Потому что ты сидишь в своей зоне, сидишь в своей атмосфере и рыбачишь. И это круто. Это хороший прям такой. Прям чувствовала я тебя, миленький. Надеюсь, мама мне сюда от счастья, что дочь кошка столько рыбки принесла. Ну и еще отвела, конечно, самое главное. Завтра можно идти на работу заряженную на все 100%. Ждать уже выходных. И на выходные повторить весь процесс. Заглотил. Заглотил, как будто его.
честное слово, вот такое видео прям сочное сегодня получилось. И весь процесс, и вроде бы разговор, и поклевочка хорошая идет. Ну, прям сегодня видео именно, ну, подстать, наверное, тому, о чем бывает. Но вот в этом и азарт выпечки. Сейчас я еще третью пережу. Это вот, кстати, у нас есть магазин «Мир наживки». Вот там мне посоветовали тоже марлушки. И женщина там работает, не молодая, но она знает, где она работает. Она действительно очень любит рыбалку, потому что она и посоветует даже куда поехать, куда она ездила. И она ловила рыбку. Такая коммуникабельная женщина. Ну, это у нас в Якутске такая рыбка. Сейчас будет весна, будет тепло, можно будет уже не в палатке, а за пределами палатки сидеть, следовательно, можно на новинчика стучать. Щучку вот. Жерлица у меня в чемодане моем любимом 4 жерлицы стоят, лежат. И я еще ни одну не выгуляла. Прям балдеж. Прям балдеж. Переплел мне все. Ё-моё. Здесь зеленая леска, она быстрее выпрямляется намного. Хотя, может быть, нужно грузика поставить и все они будут. Все будут хорошо вытягиваться. Вот, я говорю, переплел.
если он кому-нибудь понравился, пусть он не был каким-то познавательным, но я просто показала, как весь процесс на рыбалке. И может кому-то понравится просто наблюдать. Хочу в группе сейчас написать рыбаков, чтобы кто-нибудь поделился солярой, потому что время еще, в принципе, рано завтра на работу, но я лучше мало посплю, чем мало наловлю рыбы, когда есть возможность ее наловить. Ну и азарт вот этот вот. Так что давай, дедушка Байнай наш, поклевочку на видеокамеру, красивую какую-нибудь. И буду завершать. Ставить все-таки третью удочку. Удочки у меня в чемодане все готовые. Их у меня около 10 штук. Очень, конечно, мне хочется всегда камеру, чтобы все это вот показывать своими глазами. И я сама очень этого хочу, но экшн-камеры очень дорогие. Ну, в любом случае, я ее пока позволить себе не могу, но мне очень хочется сделать такие ролики именно вот моими глазами, чтобы видели вы лунки, саму поклевочку, его, как работает. Замолчала, скорее всего. Сошла. Скорее всего, надо опарыши поменять. Такой вот небольшой. Ну, приятный экземплярчик. Хорошая сорожка была, небольшая. Но мама у меня мелкие подсиночки клюет. А то бишь применение и им находит. Да, не перестал клевать. Я так думаю, что причина в том, что стащили с крючка, следовательно, жало открытое. Ну, и никто, конечно, клевать не будет. Здесь поклевочка прям где-то активная. Тут тоже есть активный. Надо будет прикормить. Мне советовали каждые полчаса прикармливать. Поэтому
печенье с манкой. Сегодня показала себя, в принципе, неплохо. Сошел, скорее всего, что Маша там. Срывается, не тороплюсь. Понимаю же, что ключик, скорее всего, причина не в крючке, это точно. Раз до этого таскалась часто. Киочек так работает. Сорвалась, чувствую. Ну все.